Итак, добрый день, уважаемые подписчики и телезрители. Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав, вот Владислав Дмитриевич. И сегодня к нам приехал мой друг и гость Антон Симеров из города Якутска. Вот, значит, мы приехали на рыбалку в одно из наших мест, вывезли его. И сейчас время ночного клёва, так скажем, у нас поздний ужин ночной. Сейчас вот закипел чайник, обустроились только что. Что сможем сказать по месту, где мы сидим? Сидим в палатке прямо на снегу, потому что нигде не нашли подходящего места. Все время из-под налет выходит наледь, вода. Поэтому пришлось прямо на снег ставить палатку, потому что вода прет. И получается сантиметров 25 до воды. То есть мы сидим повыше. Вот. Что еще? Какие новости, ребята, еще у вас? Вот подарки. Да, вот Антон Симеров, кстати, нам сейчас подарил свои подарки. Пора на рыбалку, чтобы мы никогда не забывали про рыбалку. 100% рыбакам. Вот Владислав Дмитриевич, точно такая же кружка. Спасибо Антону. А мы ему подарим в свою очередь наклейку «Клевая рыбалка» и бейсболку «Клевая рыбалка». Какую он сам выберет цветом. Также еще Антон подарил вот такой нож пластиковый, которая ручка не тонет. Вот такая вот пластиковая ручка, она не тонет. И выгравировал надпись «Клевая рыбалка» на лезвии ножа. Потом он сказал, что вот этой зубчатой частью очень удобно чистить рыбу. Ну, это окуня, да, щуку. Вообще любую рыбу. Да, вообще любую рыбу. Ага. Ну, вот такой функциональный, многофункциональный, так скажем, нож. Спасибо за это тоже Антону. От нас. От команды «Клевая рыбалка». И Байнай первые рыбы поймал. И за это Байнай его наградил первой рыбкой. Он поймал здесь на Жиганской земле свою первую рыбу. Задобрил духа Байная оладушкой и молоком. Молочным продуктом, так скажем. Ну все, оставайтесь на канале. Будет, да, будет очень интересно. Сейчас мы попробуем в ночь посидеть, пока не устанем. Как устанем, ляжем спать. И завтра утром уже плотненько начнем. Здесь вот знакомые имена проскальзывают. Блин. Впервые в жизни поймал ёрша. Жиганский первый ёрш. Да? Да. Так что это... Что там лежит в воде. Завтра на него поймаем здоровую щуку. Гигантскую. Вот посмотрите, Антон выловил маленького окунька утром. А из окуня? Из окуня вышел вытащили еще его. меньше вот изо рта, да? Еще живая, да? Вот. Еще живая вот, смотрите. Только что проглотить пытался. И схватил вот мормышку, да, парыша.
Да, вот жадина-то, а. Вот жор Жадина начинается. говядина. Это жор начинается. Это значит жор начинается. Да. Итак, всем доброе утро. Мы проснулись. Владислав Дмитриевич поймал уже 5 с утра. Дмитриевич, ты что поймал? Камера что? 2 окуня, говорит? 2 окуня, 3 сороги. 3 сороги. И 3 упустил, да? Ага. Еще и упустил 3 штуки. Так, сейчас вот Дмитриевич вытащил хорошую сорожку. Тут Сергей. Вы это извиняйте сейчас вот это эпизодически, потому что пока не подготовился еще четко. Поэтому все подготовим, потом будем это вот, ага, съемки делать уже хорошо. Так. Начался жор, как сказал Антон, походу, потому что у Дмитрича, у Антона потихоньку начало клевать. Хорошо. Это Ладно, неплохо. Буквально. Давай еще. Вот ребята мне дают на жерлицу. Я сейчас пойду жерлицу заряжать. Потому что время жерлиц уже пришло. Как вам всем известно. Это время не избежать, неизбежно. Так, Антон Симеров кого-то поймал. А, елка. Тут и нет. И не ловите. Вот. Елизаров. Красавчик. Алишера поймал. Елизаров, Алишер, Да, на маленького. Окуневич. На маленького, покажи мормышку. Окуневич. Окунь на окуня взял, видите, вот. Вот она, вот такая вот мормышка окуневая. Такие используйте на рыбалке у нас. Потому что окунь, он пытается своего будущего конкурента в пищевой цепочке устранить. И поэтому он всегда берет себе подобного. Себе подобного. Я мему Он ногами дохали. О, красава! Поздравляю! Антон Симеров приехал из города Якутска. Профессиональный рыбак приехал, вот сразу видно, молодец. Сразу у него ловиться начинает. Наверное, нас обставит, но мы-то так, дилетанты. Новички. Ну, в этом деле. Приехал учить. Приехал учить нас рыбачить. Мастер-класс показывать. Так, Антон Симеров только что на наших глазах выловил окунька. Камера. Красавчик. Сразу же отпустил его. Не успел поймать, сразу отпустил. Есть. Ребята, у меня кто-то взял. Хороший идет, слушайте. Вообще хороший. О, культануло, на глазке. Вообще хороший. Мясо, деда.
баран. Gitti cevap olmuş. Ок, жиристо сайда. Dedi. Бах. Пока Это говорит, да, есть. сидим обедаем, я ребятам сказал, не надо кушать, давайте терпеть. Вот как результат, сработала железица. Значит, или пускай, да, поработай, поэтому покушай. Я даже Şurada üstüne. в палатке поставил одну жерлицу. Пока мы обедаем, сидим. Мимо пошла старого Зеландии. Быстрее вода. Смотрите, вот Антон Симеров сделал себе место, куда ходить по нужде, чтобы ходить по нужде. Кто-то спрашивал, куда вы ходите по нужде и как. Сейчас пойду Антону покажу. Вот он делает себе точку соприкосновения с природой, связь с природой. Ну как, идет успех? Работа кипит. Работа кипит. Видно, что человек сразу видно, что служил в Тикси. Умеет нарезать кубиком. Снег кубиками. Молодец. Сделал туалет вот такой шикарный просто. Вот так мы ходим по нужде. И даже когда собор там минус 50. Вот, приехали с дров, дрова привезли. И тут такой сюрприз. Да, и тут такой сюрприз. Попалась щучка, вот, я сюда ставил маленького, получается, кто у нас был-то? Был маленький этот окушок. Маленького окушка, который Антон поймал, и вот попалась щука. Вот, съездили за дровами. И вот по приезду вот попалась такая вот щучка, так скажем. Мне на кордон сахар сказал, щуки его стоит. Антон сразу там что-то выхватил. Ну красава, поздравляю. Почин. Выловил окуня. Жор начался, походу. Я сейчас тоже опускаю блесну. Посмотрим.
переодеться не дают. Путем. Только пришел сразу за рыбалку. Красота, да и дока. Так, пусть пока стоит удочка. Сейчас мы маленько переоденемся. Вспотели все-таки. Тому подобное. От Дмитрича передался французский Антону. О, красава, молодец. Владик, икса! Икса! İlmedi. Икса дивин. Ben hiç çalışmıyorum. Жорда. Да, мы уже. А? Мені пішли, його хата була. Jangan awak. Вон. Куда она? Антон красава, кого-то вытащил. Владик, kendine. Все, ребята, Че, пришли. сорога попалась? О, красава, покажи сорогу. Сорогу покиш. О, На маленькую, рыба моей мечты. что это у нас? Какая Блюсенька. будь балыга снова. Вот Антон обожает, говорит, такую рыбу. Вот это рыба. Рыба его мечты. Мураман. Ирьян. Зону еду. Так, вот посмотрите, сейчас посмотрим атмосферное давление. Давление атмосферное показывает 994 миллиметра. Ртутного столба. А вот и баррели. 745 миллиметров ртутного столба. Дмитрич, 545 это сколько, нормально, нет? Совсем маленькое давление, говорит Дмитриевич. Напоминаю, использую телефон Armor 7. Ссылка на телефон в описании под роликом. Также проводятся еженедельные розыгрыши в их группе ВКонтакте. Вступайте. Вы можете выиграть такой же телефон. И что говорить, да? От 751 выше хороший клев, Дмитрий сказал. Так что ждем давления. Подъем давления. Время от времени будем включать его. Проверять. Нормально. Есть такое дело. Вот. Какой горбач большой, а? Какой большой горбач. Ну, мы его оставим на жерлиц. Будем щуку ловить на него. Я буду так. Есть. У меня поклевка, товарищи. Внимание. Приковываем внимание сюда. О, жерлистный. Маленький жерличный. Да, там у меня снаружи жерличный. Сейчас поставим. Вот. Это кушок маленький. Я видел его.
Калрау. Окси, собака не кто. Ага. Есть красноперка. Хорошая. Красноперочка, иди сюда. Камера грудует эти. Нифига себе. Смотри. Надо. Хотя бы подержу. Стоять, Правильно. стоять. Где-то. Пожарик можем пожарить, если хочешь, завтра на сковородке. Как думаешь? Ты, наверное, специалист по жаркам? Засадить надо. У нас сразу Хемберг с утра. Хемберг надо. Эй, Дмитрий, лучше тугу қайықпыт. Мая өстібестені маяға нүккінекпыт. Моя надо строгать. Ну давай, попробуй, давай. Я не против. Можешь засолить его, кстати, сейчас. В пакете. Он быстро засолится. Он уже вечером может. Не вечером, но хотя бы завтра там, я не знаю. Заключить надо, иди. Так, ага, Антон сейчас собирается солить. Ну, хочет солить. Хочет. Он хочет посолить. Большого чебака, которого мы поймали. И завтра хочет его сразу съесть, да? За ночь просолится. Вот. Будем использовать обычную копендяйскую соль для засолки. Крупную. А пока он будет разделываться с сорогой, я разделаюсь с ранее пойманной щучкой. И мы сегодня их приготовим. Как сорогу, так и щуку. Вот. Ну, щуку я хочу приготовить на своей барбекюшнице, как всегда, по своему фирменному, так сказать, рецепту. Антон, наверное, еще не пробовал. Сейчас попробует. Что мы для этого будем делать? Отрежем голову, вынем внутренности. Я отрежу хвост. Сделаю продольный разрез, посолю, закрою, положим в барбекюшницу и в печь. Итак, начинаем вскрывать.
Есть такое дело. Что, солигуешь? Есть. После долгого перерыва взяли.